Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба сегодня подписал указ о введении в Республике Абхазия чрезвычайного положения. И сегодня же указ был утвержден парламентариями. Как говорится в постановлении парламента, документ принят в интересах обеспечения безопасности граждан, противодействия распространению в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности в репортаже Гугуцы, Вардания. Это уже второе внеочередное заседание депутатов парламента, посвященное ситуации распространения в мире коронавирусной инфекции и принятия мер по недопущению ее появления на территории республики. Несмотря на то, что в стране объявлен карантин, жители Абхазии все же пренебрегают прописанными ограничениями. Кроме того, как отметил исполняющий обязанности президента Валерий Бганба, принятые меры может оспорить любой гражданин государства. Поэтому главным и основным вопросом повестки дня стало рассмотрение конституционного закона Республики Абхазия о правовом режиме чрезвычайного положения. Для выполнения всего комплекса тех мер, которые приняты, были вами одобрены, нам все-таки не хватает, конечно, правовых оснований. Прежде всего, любой сегодня может оспорить наше распоряжение о закрытии, допустим, того или иного объекта, потому что под ним нет правовых оснований. Это и транспорт, любой объект. Поэтому мы попросили вас принять наш указ о введении чрезвычайного положения. Я еще раз хочу вам сказать, что у нас не меняется ничего к тому распоряжению, которое вы здесь одобрили. Постановление о введении в стране чрезвычайного положения зачитал руководитель аппарата парламента Вадим Бжания. В интересах обеспечения безопасности граждан, противодействия распространению в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19 на основании пункта 16 статьи 47 Конституции Республики Абхазия Народное собрание Республики Абхазия постановляет: первое. В соответствии со статьей 2 Конституционного закона Республики Абхазия о правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия утвердить указ исполняющего обязанности президента Республики Абхазия от 27.03.2020 года о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия. Направить настоящее постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия в Конституционный суд Республики Абхазия, Верховный суд Республики Абхазия, Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия и Службу государственной безопасности Республики Абхазия. За утверждение постановления парламентарии проголосовали единогласно, однако внесли поправки, исключив некоторые пункты. В условиях чрезвычайного положения, в зависимости от конкретных обстоятельств, органы государственной власти и управления могут применить следующие меры. Первое – усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Второе – ввести особый режим въезда и выезда граждан. Третье – запретить отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру или дом. Четвертое – выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности. Пятое – запретить проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также спортивных и других массовых мероприятий. Шестое – внести изменения в план работы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, то есть установить особый режим работы. Седьмое – использовать ресурсы предприятий и учреждений для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств. Восьмое – запретить проведение забастовок, ввести карантин и проводить другие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Девятое – ограничить движение транспортных средств и проводить их осмотр. Десятое – в случае необходимости ввести комендантский час. На внеочередном заседании парламента Валерий Бганба проинформировал депутатов Народного собрания о уже принятых мерах предосторожности и предложил закрыть на карантин все гостиницы до 1 мая. Распоряжением Мишустина закрыты все санатории, дома отдыха, гостиницы до 1 июня. Это касается, начиная с Сочи, практически всех объектов Российской Федерации, кроме командировочных, то есть гостиницы работают, если командировочный кто-то приехал, его могут поселить, а так все закрыты. Поэтому есть опасения, что могут массово начать переходить нашу границу, если мы не поступим таким же образом.
До 1 июня я не хотел бы закрывать, но до 1 мая, я думаю, что надо закрыть. Постановление о введении чрезвычайного положения на территории Республики Абхазия вступает в силу с 28 марта и будет действовать до 20 апреля. Гугу Савардания, Налгухава, Абхазское телевидение. Сегодня же Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах по реализации указа о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия. Текст указа содержит 33 пункта, выполнение которых носит обязательный характер. Данное распоряжение продлевает введенные ранее сроки ограничительных мер до 20 апреля и вводит новые ограничения. Так, с 29 марта по 20 апреля приостановлена работа по оказанию стоматологических услуг за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Приостановлена деятельность учреждений культуры, театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб, банковской сферы необходимо до 10 апреля 2020 года сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы. Руководителям частных учреждений, предприятий и организаций рекомендовано до 10 апреля также сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы. Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями МВД ежедневно проводит по всей стране инспекционные проверки объектов торговли. Сегодня такую проверку провели в продовольственных магазинах столицы. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. Бушующий в мире коронавирус привел к объявлению карантина и чрезвычайного положения по всей стране. В связи с этим, а также из-за множества фейков, жители Абхазии в страхе бросились сметать продукты с полок. Кстати, определенный дефицит в одном товаре бдительные жители создали сами. Это медицинские маски. Обзвонив с десяток городских аптек, мы обнаружили, что купить такое средство защиты от вируса уже практически невозможно. Конечно, никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться во время эпидемии. Так считает почти каждый житель Абхазии. Несмотря на такое мнение, в социальных сетях все чаще появляются публикации о том, что на самом деле цены на продукты первой необходимости стали необоснованно завышать. Так ли это на самом деле? Согласно пункту 22 распоряжения исполняющего обязанности президента о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, организациям торговли рекомендовано не допускать повышения цен на товары первой необходимости. Во исполнение указания главы государства сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии незамедлительно начали проводить систематический мониторинг торговых объектов. Начали с Сухумского центрального рынка и нескольких магазинов. На что обратили внимание в первую очередь? В некоторых магазинах громадные очереди. Люди скупают продукты ящиками. Паника, конечно, паника. Родители загрузили всякими списками, нужно взять. Поэтому на всякий случай, как говорится, береженого Бог бережет, но и на себя тоже надеяться надо. Но что в первую очередь? В первую очередь крупы, то есть фасоль, кукуруза, рис, гречка, макаронные изделия все. Тушенка, побольше мяса никуда тоже не помешает. Ну и витамины всякие в аптеке взял. Так что по мелочи, все по мелочи, основное. А вот в других торговых точках поспокойнее. Очередей нет, хотя продавцы признаются, что на некоторые товары, такие как гречка, тушенка, масло, в последние дни сильно повысился спрос. Расскажите, вы как обычно пришли в магазин или все же? Конечно, и воздушно, вот паника немножко влияет, конечно, напрягает, что все сметает, и люди в очереди вместо того, чтобы в аптеке стоять, мне кажется, на сегодняшний день, наверное, не стоит находиться, скупать все. Это все буквально вот недели-две, и потом будет совсем другое. На центральном рынке людей, как всегда, много. Торговые точки забиты самыми разными товарами. Картофель, морковь по 30 рублей. Цены, говорят продавцы, пока прежние. Они могут измениться только в случае, если поставщики товаров увеличат цену. Вчера была 120 цена, а в новом районе вчера сестра купила за 105 в магазине. А это
На рынке должно быть дешевле, наверное. Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции по приказу министра внутренних дел подготовлен план мероприятий по недопущению повышения цен на эти товары, включая продукты питания, детские товары, лекарственные препараты и медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. В МВД открыта горячая линия для приема обращений. Граждане могут круглосуточно звонить по телефонам 920 20 95 754 50 50, а также писать на страницу милиции Абхазии в Facebook или онлайн-обращение на электронный адрес МВД. Госстандарт Абхазии ввел дополнительные требования для продуктовых магазинов республики. Каждые 30 минут в магазинах должны дезинфицировать прилавки, витрины, кассы, тележки, дверные ручки. В общем, все поверхности. Расстояние между покупателями должно быть не менее 1,5–2 метров. Придется регулировать очередь. На входе в магазин должны быть установлены дезинфекторы для воздуха. Помещения магазина должны вентилироваться. Все товары должны быть упакованы либо закрыты витринным стеклом. Весь обслуживающий персонал должен быть в масках и перчатках. Магазины, игнорирующие эти требования, будут закрыты. Госстандарт напоминает, что в случае обнаружения незаконного повышения цен на товары первой необходимости или продажи просроченных товаров граждане могут сообщить по телефону горячей линии с 9 до 18 часов по номеру 777 54 58. На государственной абхазо-российской границе введены новые ужесточенные правила пересечения. С 26 марта в республику запрещен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства в экскурсионных и туристических целях. Репортаж Али Китрапш. На КПП ПСО введены новые ужесточенные меры пересечения государственной границы. Иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещен въезд на территорию Абхазии. Сотрудники службы госбезопасности проверяют все автомобили, въезжающие в республику. В случае, если иностранные граждане и лица без гражданства в экскурсионных и туристических целях собираются посетить Абхазию, то их формируют об ограничительных мерах борьбы с коронавирусом и отправляют обратно. Хотели бы посмотреть Новоафонский монастырь. Мы сейчас вернемся назад, посмотрим и назад. Придется возвращаться обратно. Ну что сделаешь? В следующий раз придется. Наша служба непосредственно занимается паспортным контролем, осуществляет пропуск людей. Нам поставлены задачи пропускать только у кого российское гражданство. Остальные все граждане не пересекают через границу. А по поводу ограничения туристических фирм, сегодня уже организованных экскурсий никого нету, никто не ездит. Те, которые едут на отдых, заранее приобретенные путевки, мы их тоже, у нас поставлена задача, мы их тоже возвращаем. Первые дни были какие-то возмущения, народ понимает серьезность обстановки по всему миру. Абсолютно таких серьезных каких-то нарушений, если кто-то возмущался, таких тоже нет. Мы высаживаем всех с транспорта, водители, пассажиры, они все проходят через тепловизор. Ну, намного меньше народу, так что таких серьезных, чтобы кто-то возникал, такого нету ничего. Всем гражданам, въезжающим на территорию республики, при помощи специального оборудования измеряют температуру тела. Если у российских граждан выявляют повышенную температуру, то их отправляют обратно. Круглосуточное дежурство проводят врачи Гагарской ЦРБ совместно с сотрудниками медицинского управления МЧС Абхазии. Человек приходит с той стороны, подходит к тепловизору, становится. Если мигает красный огонек, значит, он проходит. Если он завис, то, значит, мы перепроверяем сначала этим термометром. Если он тоже показывает высокую температуру, значит, проверяем ртутным градусником простым. Ведем опрос, где был, какие симптомы, что чувствует. И отпускаем. Если гражданин России, то обратно. Если подтверждается его высокая температура, то в Россию и обратно по месту прописки или регистрации. Если гражданин Абхазии, то по месту жительства рекомендуем стационарное лечение или обращение к участковому терапевту. Если ранее в сутки границу пересекали до 15 тысяч человек, то сейчас их количество колеблется от 2500 до 3000. Несмотря на введенные ограничения, некоторые туристы все же пытаются перейти границу. Я в этом году была в Мексике, во Франции, в Вене, поэтому не боюсь. В Австрии, вернее. Так что соблюдаю карантин, уже 3 недели прошло. Чувствую себя прекрасно. Вы с какой целью в Абхазию? Гости. А на сколько дней? Не знаю, как получится. А куда в гости, к кому?
А я не помню. Здесь стоит отметить, что несмотря на карантин, таможенники все же пропускают граждан России, въезжающих и выезжающих из страны по работе. В этом случае приходится верить таким людям на слово, так как невозможно отследить, приехал человек по делам или на отдых. А в данном случае сразу видно, что наши герои с багажом приехали сюда именно отдыхать. Некоторые люди, сами вы слышали, что хотели поехать на экскурсию в Афон, в Пицунду на несколько дней. Мы им объяснили, что все достопримечательности сегодня закрыты и возвращаем. А те, которые, так же, как вы заметили, проходят с вещами на отдых, в гости там, не на определенное время, там, на несколько дней, мы их возвращаем обратно. Подобным проверкам во время пересечения госграницы подвергаются и пассажиры поездов. Согласно распоряжению, в период карантина на абхазо-российской границе приостановлена и деятельность магазинов Duty Free. На момент нашей съемки на государственной границе по реке Псо мы встретили депутатов парламента, которые приехали посмотреть, как выполняется распоряжение о введении ограничительных мер. Мы представляем от парламента работу пограничной службы, таможенной службы на данный момент на посту ПСО. Как идет борьба с коронавирусом. Смотрим, что все нормы соответствуют требованиям, которые поставлены правительством и президентом, выполняются. И надеемся, что данные меры позволят нам предостеречь наше население от данного заболевания. Наша съемочная группа посетила также несколько объектов турразмещения в городе Гагра. В гостинице «Райда» отдыхают только 2 туристов, которые заехали в республику до карантина. Буквально на днях они покинут страну. По словам сотрудников гостиницы, бронирование номеров приостановлены. Мы будем, возможно, переносить даты на более поздние сроки. Предложения с нашей стороны такие. А дальше посмотрим. Я не знаю, да, мы переговариваем с турфирмами, и они нас прекрасно все понимают. Круглый год мы работаем. Конечно, это все сказывается, но это не так столь важно, как важно, чтобы народ был здоровее, конечно. В отеле «Амра» отдыхают порядка 30 туристов, которые также въехали до введения ограничительных мер. Руководство отеля делает все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно, но при этом не пренебрегают необходимым правилам безопасности. Все поверхности, которые на сегодняшний день есть и где предположительно находятся люди, они все подвергаются санитарной обработке рекомендованными для этого средствами. Для сотрудников, которые находятся на рабочих местах, соответственно, ограничительные мероприятия в виде ношения масок, в виде ношения защитной какой-то униформы одежды. И, соответственно, если у нас на сегодняшний день остались те люди, которые еще не покинули, соответственно, мы проводим им всем обязательно термометрию, проводим инструктаж. И наши рекомендации, особенно если это отдыхающие из Российской Федерации, что по приезду ограничительные мероприятия, самоизоляция на 2 недели с обязательным оповещением непосредственно медицинского учреждения, которое территориально их обслуживает, чтобы они обратились и предупредили, что они находились на территории Республики Абхазия. Кроме того, на время карантина в отеле закрыт развлекательный центр. В Доме культуры отменены все кинопоказы, закрыты рестораны и спа-салоны. Питание людей осуществляется в разное время, чтобы минимизировать их нахождение в одном помещении. Также бронирование, которое происходит на сегодняшний день, бронирование гостей, мы всех предупреждаем о том, что объект закрывается на карантин, идут возвраты денежных средств, если были внесены предоплаты. И также гости, которые проживают у нас сейчас, если вдруг они захотят завершить свое проживание, мы также делаем возвраты денежных средств. Согласно введенным мерам борьбы против коронавируса, запрещена деятельность всех туристических объектов Абхазии. Наша съемочная группа решила посмотреть, соблюдаются ли эти ограничения в одном из самых посещаемых мест – Рицинском национальном реликтовом парке. Действительно, по дороге на Рицу мы не увидели ни одного функционирующего торгового объекта. На контрольно-пропускном пункте нас предупредили, что посещение парка запрещено для всех иностранных граждан. На самом озере также приостановлена деятельность всех кафе, ресторанов и мини-гостиниц. Алика Трап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В связи с введением карантина на территории Абхазии претерпела изменение сетка вещания АГТРК. Так, дирекции тематических и развлекательных программ приостанавливают съемки новых передач с 30 марта по 7 апреля. Однако новости будут выходить в эфир так, как прежде. Редакция продолжает работать, и мы постараемся информировать вас о том, что происходит в стране. Кроме того, ежедневно на нашем канале в рамках новостей и не только специалисты будут рассказывать о коронавирусе. Говорить о том, какие нужно соблюдать меры профилактики и как действовать при первых подозрениях на наличие этого вируса.
На сегодняшний день в стране, в Республике Абхазия, введено чрезвычайное положение. Эти меры приняты не просто так, приняты не по той простой причине, потому что наши граждане, к сожалению, не соблюдают карантин. Это мы делаем для того, чтобы можно было изолировать их друг от друга, от мест массовых скоплений, чтобы они не ходили. И, в принципе, то чрезвычайное положение, которое вводится, оно это и подразумевает. Поэтому убедительная просьба всех граждан республики оставаться дома, не посещать места массовых скоплений, это свадьбы, похороны. Выходить на улицы только по необходимости. Мы не говорим сегодня о том, что у нас имеется вспышка коронавируса. Нет, такого нету. На данном этапе ни одного больного, зафиксированного коронавирусом, не было. Также нужно отметить то, что совместно со всеми медиками нашей страны прорабатывается и дорабатывается этапы маршрутизации данных больных, которые в случае вспышки будут выявлены. Хотелось бы отметить то, что в период с 26 по 27 этого месяца, соответственно, в инфекционной больнице города Сухум находилось порядка 19 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, но после проведения тестов у ни одного человека коронавирус не подтвердился. Прошу вас от всего медицинского сообщества и от лица Министерства здравоохранения соблюдать все необходимые меры предосторожности, носить средства индивидуальной защиты, мыть руки и избегать места массовых скоплений людей. В свою очередь, координационный штаб ежедневно будет собирать информацию и предоставлять ее всем жителям Республики Абхазия о текущем состоянии у нас в республике касаемо коронавируса. 27 марта по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции начал работу единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Теперь номера телефонов горячей линии будут работать по всем районным центрам страны, в том числе в городе Сухум. На этих номерах звонки граждан принимают исключительно специалисты, медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью. Звонить можно по номерам, которые вы видите на экранах. Сухум 925 1006 933 17 17. Агудзера 925 1004. Очемчира 925 1009. Тхуарчал 925 1003. Гал 925 1007, Гагра 925 1005, Гудаута 925 1002. По включенным ранее в горячую линию номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, а в случае необходимости будут переадресованы на номера единого колл-центра. Сегодня Министерство здравоохранения и соцобеспечения Абхазии передали Гудаутской районной больнице лекарственные препараты. Как известно, на базе Гудаутской ЦРБ будет развернут госпиталь, где будут принимать больных коронавирусной инфекцией в случае их появления. В больнице подготовлено 200 коек. В рамках проводимых мероприятий Министерства здравоохранения и социального обеспечения по борьбе с коронавирусом был сформирован определенный перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств, которые необходимо было сформировать и передать ЦРБ Гудаутского района. Сегодня мы передаем лекарственные препараты, передаем расходный медицинский материал. Лекарственные препараты – это противовирусные антибиотики, инфузионные средства и так далее. Все эти препараты, группа препаратов, которые работают при осложнениях, которые вызывает данный вирус, мы сегодня передали. Они в достаточном количестве? Они, первое время, то количество, которое мы передаем сегодня, оно более достаточно. Но мы работаем в постоянном режиме. Если будет необходимость добавить к этим количествам, мы имеем такие возможности, чтобы добавить.
Государственный комитет Республики Абхазия по статистике доводит до сведения руководителей и бухгалтеров организации, что в связи с объявленным карантином в республике срок сдачи бухгалтерской и статистической отчетности за первый квартал 2020 продлевается до 22 апреля. Пользователи интернет-ресурса, независимо от местонахождения территориальных органов статистики, могут отправлять сканированные бухгалтерские и статистические отчеты с печатью и подписями на сайт ведомства УКС-РАОРГ или на электронную почту gosstater@mail.ru. Для бухгалтеров, не пользующихся интернет-ресурсом, сдача бухгалтерской и статистической отчетности будет осуществляться по месту нахождения территориальных органов статистики с 7 по 22 апреля. В Абхазии открыт специальный расчетный счет для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Все собранные средства будут расходоваться по решению Межведомственного штаба по защите населения от коронавируса. Такое решение было принято предпринимательским сообществом страны по итогам встречи с исполняющим обязанности президента, состоявшейся накануне. Предприниматели создали движение под названием «Мы вместе» и призывают граждан Абхазии, всех, кому не безразлична судьба нашего народа и нашего будущего, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи. Кроме того, предприниматели решили делегировать в межведомственный штаб одного представителя от бизнес-сообщества. По распоряжению Валерия Бганба в состав штаба вошел генеральный директор компании «А-Мобайл» Борис Барцец. Состоялось очередное заседание Кабинета министров Республики Абхазия. В основную повестку дня вошли 8 основных вопросов. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Открывая заседание, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба отметил, что несмотря на ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, работа правительства не будет приостановлена. Члены Кабинета министров обсудили проект республиканского бюджета за 2019 год в разрезе доходов и расходов, источников его финансирования. Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба сообщил, что исполнение государственного бюджета за 2019 год по доходам составило 10 миллиардов 133 миллиона рублей при запланированных 10 миллиардах 221 миллиона, что в процентах составляет 99,1%. В основном исполнение обеспечили Сухумский, Гулрыбский, Кварчальский районы и республиканский бюджет. По остальным бюджетам исполнение составило от 91% до 98%. Фактическое поступление собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составило 5 миллиардов 185 миллионов рублей при плане в 5 миллиардов 391 миллион, что составляет 96,2%. Если сравнивать с фактическими показателями прошлого года, то мы имеем следующие цифры. Доходы. Фактическое поступление доходов по сравнению с 2018 годом увеличилось в целом по государственному бюджету на 11%, что в рублях составляет 963 миллиона рублей. И отдельно, если выделять увеличение поступления собственных доходов, то это рост в размере 8% рублей, что составляет 386 миллионов рублей. Сумма исполнения бюджета по расходам составила 9 миллиардов 800 миллионов рублей при плане в 11 миллиардов 184 миллиона рублей. В основном исполнение обеспечили Гудаутский, Гулрыбский, Тхуарчалский районы и город Сухум. По сравнению с бюджетом 2018 года рост расходов составил 12%, что составляет 1 миллиард 31 миллион рублей. Также Джансух Нанба подвел итоги исполнения бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в связи с болезнью исполняющего обязанности председателя фонда Анзора Акаба. Утвержден бюджет фонда по доходам в объеме 125 миллионов рублей, по расходам также 125 миллионов рублей. Остаток денежных средств фонда на 01.01.2019 года составило 2 миллиона 777 тысяч рублей. Фактическое исполнение бюджета фонда по доходам составило 116,9 миллионов рублей и по расходам 116,3 миллиона рублей, что составляет 93% от намеченного плана.
Остаток денежных средств фонда на 1 января 2020 года составил 3 миллиона 355 тысяч рублей. В итоге исполнение республиканского бюджета и внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за 2019 год было утверждено. Кроме того, члены правительства утвердили бюджеты пенсионного и дорожного фондов, фондов обязательного медицинского и социального страхования и охраны труда, а также утвердили целевую программу развития демографии 2020. Сария Гварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По информации Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается в субботу ясная погода без осадков, в воскресенье облачная погода, временами дождь, утром возможен туман. Температура воздуха ночи плюс 7-12, днем 16-21. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.